Уйгурский язык – 1000 лет господства в Азии. Пока Европа воевала за латынь, Азия выбрала уйгурский. Уйгурский язык более 1000 лет был лингва франка Центральной Азии, от степей Монголии до рынков Самарканда, от дворцов уйгуров-караханидов до караванов Великого Шелкового пути в Персии и Китае. Все, что вы знаете о Шелковом пути, договоры, поэзия, науки, написано на уйгурском. 8 век. Уйгурские каганы оставляют рунами первые послания потомкам на стелах уйгурского каганата. 8-9 век. Уйгуры создают новый уйгурский алфавит, который станет основой для монголов. Документ 935 года, торговый контракт на уйгурском между арабом и китайцем. 9-13 век. Уйгуры Турфана первыми в мире печатают книги на уйгурском языке новым уйгурским шрифтом. Библия Востока, буддийские сутры, манихейские гимны, исламские трактаты – все переводилось на уйгурский. 10-11 век. Уйгурский философ Юсуп Хас Хаджиб пишет свой бессмертный шедевр на уйгурском языке и уйгурским письмом. Уйгур Махмуд Кашгари признает уйгурский язык самым чистым тюркским. 13 век. Чингисхан приказывает по всей Монгольской империи, от Китая до Персии писать законы только на уйгурском письме. Даже Папа Римский получал письма от Хубилая на уйгурском. 14 век. Амир Тимур высекает на камне послание хану Тохтамышу на уйгурском языке уйгурским письмом. Уйгурское письмо продолжает использоваться как престижный административный и культурный инструмент во всех монгольских ханствах. Атам Алик Джувини, они Золотая Орда считают уйгурский язык и письменность вершиной учености. 15 век. Алишер Наваи, великий поэт из рода уйгурских бакши, пишет на уйгурском чагатайском языке. При дворе тимуридов в Герате уйгурский чагатайский язык используется в официальной переписке, литературе и науке. Важно, что уйгурский язык выступал как язык-эталон, как престижный древний язык с разработанными грамматическими формами, особенно лексическими. Тюркские литературные языки возникали не на пустом месте, а в подражание уйгурскому. 16 век. Мирза Мухаммад Хайдар пишет Тарих и Рашиди, одну из важнейших хроник Центральной Азии на уйгурском чагатайском языке. В Еркенском ханстве уйгурский язык используется в дипломатии, управлении и религиозной жизни. Абду-Рашид, писатель и философ уйгурского ханства, систематизирует уйгурское историческое наследие. 17-18 век. Уйгурский чагатайский язык остается языком суфийских орденов, медресе и караванных маршрутов. Поэтические сборники, религиозные тексты и летописи создаются в уйгурской арабской графике. Махмуд Садык Кашгари в труде Тарихи и Кашгар пишет историю уйгурского восточного Туркестана. 19 век. В Еркенде, Кашгаре и Хатане школы, ханы и суфийские кружки пишут на уйгурском языке арабской уйгурицей. Во времена Якуб-бека, 1860-1877 год, уйгурский язык – административный язык восточного Туркестана. Хаджа Исак Вали стихи на уйгурском, в мистическом сборнике Гулшани и Рос, Билал Назим, поэма Гариб Наме, Зияуддин, ученый, философ. 20 век. В уйгурской автономии сохраняется арабская графика. Уйгурский язык преподается в школах, используется в радиовещании, литературе и театре. Махмуд Бинди, Абдураим Уткир, Зунун Кадири, Турсун Имам. Созданы две уйгурские республики с государственным уйгурским языком, а в Средней Азии тюркские народы Советского Союза переходят на кириллицу, связь с уйгурским историческим наследием теряется. 21 век. Уйгурский язык на арабской графике остается официальным языком уйгурской автономии Китая. Уйгурский язык используется в ООН, научных форумах и международных конференциях как представитель тюркской культурной традиции. В Средней Азии все тюркские республики переходят на латиницу. Полное забвение исторического письменного наследия. А уйгурский язык – единственный язык, который пережил 3 мировые религии – тингрианство, буддизм, ислам, и сохранил свою преемственность и письменность, от уйгурских каганатов, уйгурского кашгарского ханства караханидов, турфанского идикутства, монгольской империи до наших дней. Более того, уйгурский алфавит стал основой для монгольского, маньчжурского и даже корейского письма. Бартольд, уйгурская письменность, культурный мост между Востоком и Западом. Питер Голден, уйгурский язык, ключ к истории Шелкового пути. Мухаммад Садык Кашгари, Тарих и Кашгар. Язык – корень народа. Сруби его, и древо истории падет, а листья памяти развеет ветер.